Сотрудникам награды и благодарственные письма. Верховный суд Коми собрал пресс-конференцию, чтобы рассказать о нововведениях будущего года. Наталья Литкевич о самых важных заявлениях служителей Фемиды. С 1 января забот у Верховного суда прибавится. Вступают в силу поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Нововведения расширяют полномочия апелляционных инстанций. Теперь соответствующие проверки будут подлежать не только решениям гражданских судов и мировых судей, но и вердикты по уголовным делам. Это более широкое производство, более полная проверка. Но в целом мы все это поддерживаем, потому что понимаем, апелляционное производство – это более полная гарантия прав граждан. В рамках апелляционного производства тройка судей теперь будет оценивать не только собранные в ходе следствия материалы, но и рассматривать новые доказательства, заслушивать свидетелей и назначать экспертизы. Однако все это потребует существенных трудовых и финансовых затрат. Апелляционная инстанция у нас в Сыктывкаре, а дела мы будем проверять в апелляционном порядке районов, то есть Воркутинские, Ухтинские, Интинские, Усть-Цилимские. И обеспечение явки при необходимости свидетелей в судебное заседание. Не везде у нас есть видеоконференц-связь, что обеспечивает возможность их допроса. Соответственно, проблемы могут быть в этой части, а это за собой влечет сроки рассмотрения дела в апелляционной инстанции. То есть они не будут такими короткими. Еще одна проблема, вызванная, впрочем, не только этим нововведением – увеличение нагрузки на судей. Уже сейчас она в 2-3 раза выше нормы. И с каждым годом эти цифры растут. Вот такой объем работы для судей, который навалится, он опасен для общества. При той нагрузке, которая получается, выходили, что на одно дело получается всего лишь 1 час работы судья не может автоматом работать. Будут ошибки, а эти ошибки за ними и судьбы людей и так далее. Оставляет желать лучшего и качества исполнения судебных вердиктов. Решать эти проблемы придется уже в 2013-м. Вероятно, поможет в этом и новый кодекс судебной этики, который, по мнению авторов, позволит повысить уровень доверия людей к служителям Фемиды. Наталья Литкевич, Василий Янин, телеканал Юрган.